Весь комплекс правительственных зданий с утра был оцеплен плотным кольцом сотрудников милиции, и не случайно. На заседании сессии парламента был вынесен резонансный вопрос о возможности продажи жилья иностранным гражданам. Депутат Алмаз Джапуа предложил включить в повестку дня проект закона о моратории на продажу недвижимости. А Комитет по правовой политике – постановление, регулирующее оборот жилья, над которым работала группа депутатов несколько дней. Однако Алмаз Джапуа настаивал на принятии в первом чтении законопроекта о моратории с условием его доработки. Я категорически противник продажи жилья, но тем не менее, я Сергею Мироновичу, как автору того законопроекта, тогда сказал, что я предлагаю некий компромисс, в рамках которого мы могли бы обсудить, в рамках которого у нас было бы время подойти к этому вопросу правильно, по закону, подготовить законы, подготовить все необходимые процедуры, повести по этому пути. То есть не по пути конфронтации, а по пути вот такого примиренческого, где у нас бы была возможность и вместе с ним, в том числе, садиться и подетально обсуждать вопросы, которые касаются не нас лично здесь сидящих, а вообще всю страну. И поэтому это был компромисс. В данном случае я, господа, вам предлагаю еще один компромисс. Это же тоже закон, его же в нескольких чтениях. Я не буду настаивать, чтобы мы его сегодня окончательно решили. Все-таки, если его надо там что-то внутри доработать, давайте сделаем в чтениях, во втором чтении, в третьем чтении. То есть документ примем в первом чтении и попытаемся согласовать, что там с ним дальше делать. Ранее парламентский комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека не рекомендовал выносить резонансный законопроект на заседании сессии. По мнению председателя комитета Валерия Агарба, два полярных проекта законов неприемлемы в данное время, и парламентариям необходимо выработать консолидированное решение по данному вопросу. Я не считаю, что один вариант закона, предложенный инициатором Сергеем Шамбой, сегодня необходимо рассмотреть или вообще в ближайшее время. Считаю, что он неприемлем. Но также считаю, что и мораторий, проект закона, инициированным депутатом Джапуа, также неприемлем в ускоренности. И ни один вопрос, ни другой не является компромиссом. Поэтому вот в этой полярности, то, что мы сегодня приходим к этому постановлению, мы считаем, как раз и лично мое мнение такое, что вот это и есть компромисс между двумя этими проектами закона. Если мы сможем прийти вместе к согласию и принять, тогда это наше согласие автоматически распространится и на наш народ, и все поймут, что здесь есть согласие, и будет это согласие и в народе Абхазии. Валерий Агарба ознакомил коллег с текстом постановления. В нем, к примеру, даны рекомендации правительству завершить работы по территориальному планированию Абхазии, ускорить создание государственного земельного кадастра и провести инвентаризацию жилищного фонда. Разделяя озабоченность широких слоев общественности в связи с неурегулированностью вопроса продаж жилья иностранным гражданам и лицам без гражданства, понимая необходимость разработки и законодательного закрепления правовых механизмов, определяющих порядок и особенности оборота жилых помещений Республики Абхазия, и подтверждая приверженность принципам решения всех острых вопросов путем внутреннего диалога и согласия, Народного собрания парламента Республики Абхазия постановляет: первое. Снять с производства Народного собрания проекты законов Республики Абхазия, проект номер 659 Закона Республики Абхазия об особенности оборота жилых помещений в Республике Абхазия. Б. Проект Закона Республики Абхазия номер 660 о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Закона Республики Абхазия об особенности оборота жилых помещений в Республике Абхазия. В. Проект 687 Закона Республики Абхазия о моратории на принятие законодательства, регулирующего вопросы продажи жилых помещений иностранным гражданам и лицам без гражданства. Парламенту Республики Абхазия. Второй пункт. Создать рабочую группу по разработке жилищного кодекса Республики Абхазия. Б. Ускорить рассмотрение принятого в первом чтении градостроительного и строительного кодекса в Республике Абхазия. Третий пункт. Кабинету министров завершить работы по территориальному планированию Республики Абхазия. Б. Ускорить работы по завершению создания государственного земельного кадастра Республики Абхазия. В. Провести инвентаризацию жилищного фонда Республики Абхазия. Четвертый пункт. Рекомендовать Народному собранию парламента Республики Абхазия не принимать к производству проекты законов, направленных на регулирование оборота жилых помещений Республики Абхазия до завершения работ, указанных в пункте 2, в пункте 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. Это разве не компромисс?
Депутат Ахрабжаня предложил поддержать постановление парламента, несмотря на то, что сам принимал участие в разработке законопроекта о моратории. По его словам, в постановлении содержатся защитные механизмы оборота жилых помещений. Депутат перечислил, какие именно. В нем практически идентично перечислены те пункты, которые в будущем обезопасят нас от разного рода перекосов, не буду перечислять, в результате принятия жилищного законодательства без учета ряда факторов, а именно кадастра, территориального планирования, жилищного кодекса, градостроительного, строительного кодекса и так далее, и так далее, и так далее. Все эти пункты, которые мы вместе разрабатывали с Алансом Северяновичем, с Асланом Алексеевичем и Славой Агрба, они в это постановление вошли. Таким образом, цели и задачи, поставленные нами задачи, изначально, на мой взгляд, будут реализованы. Это первое. Второе. Постановление, в отличие от закона, принимается немедленно. Здесь, собственно говоря, так и написано. С момента нашего голосования оно приобретает характер нормативной нормы, обязательной к исполнению. Третье. Постановления, которые принимаются в парламент, имеют силу закона. Вы прекрасно это помните на примерах наших постановлений в отношении паспортизации, незаконной паспортизации. Да, мы тоже приняли постановления, и эти постановления имели полновесную силу. Депутат Аслан Кубахия вновь озвучил свою позицию по вопросу оборота жилых помещений. Он против продажи, однако для достижения внутреннего согласия в обществе призвал поддержать постановление. Я не вижу возможности продажи жилья иностранным гражданам. Почему я это не вижу? Я это озвучивал, хочу еще раз озвучить. Это первым долгом связано с тем, что рынок жилья, куда мы хотим пустить иностранных граждан, у нас очень маленький, это раз. А второе, и наши граждане, которые там присутствуют, они абсолютно не будут конкурентоспособными. Я вот как-то на комитетском говорил, и сейчас хочу заявить о том, что как только было инициировано группой депутатов вопрос продажи жилья иностранным гражданам, у нас цены на жилье повысились в 2 раза. У нас 80% населения находится за чертой бедности. 20% это те люди, которые могут купить какое-то жилье. Приняв данный закон, мы что делаем? Мы эти 20 выгоняем из этого рынка жилья. Для меня вот главное в этой стране это спокойствие, мир, и никакое противостояние, никакого закона не стоит. Цели и задачи в политике достигаются разными путями. Работая в парламенте, мы неоднократно принимали решения, судьбоносные решения для страны постановлением парламента. Когда мы это прекрасно знаем, что парламент – это такая же ветвь власти, как и исполнительная власть, а порой даже, понимаете, контролирует деятельность исполнительной власти. И постановление парламента, если кто-то ставит под сомнение, то это часто бывало в исполнительной власти, когда находились люди, которые как бы сквозь пальцев смотрели на постановление парламента. Депутат Алмаз Джапуа выразил опасения, что постановление может быть проигнорировано исполнительной властью, а закон о моратории, по его мнению, будет обязателен к исполнению и снимет напряжение в обществе. Хочу вам напомнить, Аслан Алексеевич, что на одной из прошлых сессий мы обсуждали ввод недоверия премьер-министру, где в объем обвинений значился пункт, что злостное невыполнение наших постановлений парламента, которых у нас там достаточное количество, в том числе от июня этого года по паспортизации, ни один пункт которого не был реализован. И глава правительства напрочь отказывался выполнять его. Это уже наша функция.
следить за исполнением этого постановления, которое является однозначно постановлением нормативного характера, не рекомендательного. Вот эту разницу надо всем понять. На заседании сессии автор проекта закона о продаже недвижимости депутат Сергей Шамба подтвердил свое решение о снятии с повестки этого законопроекта. Я как раз был за то, чтобы спокойно продолжать работу в комитете над этим проектом, потому что я знаю, что мой законопроект – это всего лишь проект сырой, над которым надо работать. Я знаю, что есть... Я уже собирал мнение многих людей, которые имели очень здравые рекомендации и поправки к этому закону. То есть это была расчет на длительную работу. Я сейчас считаю, что он еще не готов, поэтому я не собираюсь его ставить. Я не собирался его ставить в ближайшее время. Не я же инициировал внеочередное заседание нашего парламента для того, чтобы поставить вопрос. Поэтому я не собираюсь этот вопрос ставить. Я не считаю, что он готов еще. После долгого обсуждения повестки дня депутатам были предложены оба документа – постановление парламента и мораторий на законодательную инициативу в вопросе продажи жилья иностранцам. Автор проекта закона о моратории Алмаз Джапо рассказал о преимуществах документа. Мы должны признать, что сегодня и сейчас и сторонники продажи, и противники продажи должны признать, что существует огромный правовой пробел, не позволяющий нам к этому вопросу подойти взвешенно и объективно. В данном случае вы знаете, что жилищный кодекс Республики Абхазия в новой редакции его нет, и мы пользуемся советским, и сейчас идет попытки с ним работать, и, скорее всего, в ближайшее время работа с ним завершится. Вы знаете, что у нас нет градостроительного кодекса в этой стране, и тоже над ним надо работать, и как продавать, что продавать, не имея этих законов, сложно сказать. Мало того, работа по кадастру идет на второй стадии и еще не завершена. И не имея кадастра в руках, мы тоже не можем планировать территорию, разбивать ее на зоны, планировать территорию, то есть какие части территории мы отводим под строительство, какие под сельхозугодия и все остальное. Все эти годы инвентаризация жилого фонда в должном объеме не проведена была ни разу, поэтому нам нужно провести уже, признавая характер проблем нынешнего руководства страны, ставила перед собой задачу проведения порядка в этой области. И мы, честно говоря, с большой надеждой рассчитываем, что эта работа будет проведена, потому что вокруг жилищного комплекса сколько проблем в курсе. У нас нет закона, не готов еще закон о миграционном учете, который в том числе позволял, я думаю, что причастен вопрос к этому тоже. И последнее из этих пунктов перечня, и, конечно, есть огромное количество законов, которые тоже должны были бы дополнить, которые нужно сделать, нормативно-правовых актов и действий, которые нужно сделать для того, чтобы мы, я еще раз говорю, для того, чтобы мы к вопросу подошли грамотно, имея на руках законодательство уже готовое, и могли подойти к этому. Это не против продажи недвижимости иностранцам. Это попытка подхода к этому с правильной стороны. С принятием закона это временное ограничение неустановленного срока. Официальный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба считает проект закона об отсрочке продажи жилья иностранцам скорее политическим документом, нежели правовым. Он сообщил, что первое ограничение на продажу жилья иностранным гражданам было введено постановлением правительства в 1995 году. Позже эта норма была включена во вторую часть Гражданского кодекса. Данные ограничения установлены в форме кодекса, в форме закона. Предложенный же проект закона о моратории на принятие законодательных актов, регулирующих вопросы оборот жилых помещений, по своей юридической силе является обычным неконституционным законом, то есть он имеет такую же юридическую силу, как и кодекс, который устанавливает ограничения. Исходя из этого и самому автору, и когда позавчера мы обсуждали, в понедельник мы обсуждали этот вопрос с группой представителей общественности в кабинете у спикера, мы говорили, что с правовой точки зрения, как защитный механизм от тех угроз, о которых мы все говорим, в случае начала продажи, неконтролируемой продажи жилья иностранным гражданам, как правовой защитный механизм, он не вполне совершенен.
То есть этот документ является, скорее всего, политическим актом, но не правовым. Данный проект постановления нас возвращает к той формуле, которая существует. То есть нет разрушительного закона, значит нет продажи. И волноваться обществу тоже нет оснований. По проекту закона о моратории голосовали 30 депутатов. Из них 10 за, 15 против, 5 воздержались. В итоге этот проект не прошел. А постановление было принято парламентариями 22 голосами за, при 4 против, воздержались 2. Елена Лоло, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.